Маршал Дучук, здравствуйте. В студии Зураб Центроев. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о последних новостях Чеченской Республики. И главное сегодня. Стая ночных волков и черных ангелов. К нам приезжают гости из Дагестана, с Ингушетии. Нас это объединяет. В регионе стартовал мотосезон 2015. Они уступили место электронным книгам, но не утратили своего значения. Век информационной такого бума. Библиотекарь должен просто, грамотно и умело находить информацию. В России отмечают День библиотек. Размеренную жизнь горного Биноя нарушили непривычные ритмы музыки. В Ножаюртовском районе прошел рок-фестиваль. Как превратить ветхие дома в современное жилье? На сегодняшний день мы акцентируем на внутрипоселковой дороге, благоустройство внутридворовых площадок и завершаем спортзал, мечеть и административные здания. Последние новости из Долинского у Динары Мурадовой. Ночные волки и черные ангелы на улицах Грозного. В столице Чечни открылся мотосезон 2015. Далее колонна направилась в Ножаюртовский район, где под открытым небом провели масштабный фестиваль. О рок-концерте в Высокогорье репортажа Алевтины Банадыковой. Пунктуальность – их конек. Им обычно желают попутного ветра, хорошей дороги и безоблачного неба над головой. 10 часов утра. Перед мечетью полным ходом идет подготовка к предстоящему мотопробегу. Ведь на носу мероприятие важное – открытие мотосезона 2015. Представители чеченского отделения ночных волков – дагестанские черные орлы «Стардан». Впереди у хозяев железных коней почти 140 километров пути. Полсотни байкеров двинулись в сторону села Биной. Глядя на них, кажется, что дороги – это и есть их смысл жизни. Ведь так виртуозно управлять байками и получать истинное удовольствие может не каждый. Мимо них проносятся города и села. Вот за ночными волками наблюдают жители города Аргун. А через несколько минут колонна оставляет за собой множество чеченских сел. На рок-концерт они спешили как никогда. Ведь там их ждал главный гость и лучший друг Рамзан Кадыров. Он приехал на концерт вместе с депутатом Государственной Думы Адамом Делимхановым на байке и в жилете. Кстати, они тоже делятся на категории. К примеру, самый ценный – это жилет полных цветов. Он может принадлежать избранному ночному волку, то есть Рамзану Кадырову. Главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Ассаламу алейкум. В организации рок-концерта на природе глава республики принял непосредственное участие, ведь это именно его задумка. На прошлой неделе состоялось официальное открытие отделения клуба «Волков» в Чечне. За время своего существования, а это более 20 лет, у клуба сложились свои традиции, которым свято следуют все участники. Об этом сегодня говорят и гости фестиваля. Они собрались на исторической поляне в Бино-Ведено, где наши предки веками выносили судьбоносные решения, отбивали атаки многочисленных завоевателей земли чеченской. Мы знаем, как умеют чеченцы встречать гостей, в этом не было сомнений. Сразу же хочу огромное бархало сказать Рамзану Ахматовичу за то, что он первый поддержал на Кавказе мотоциклетное движение. И я надеюсь, что все остальные региональные лидеры тоже возьмут пример и поддержат нас. Мы с ночными волками дружим уже больше 5 лет, а теперь они у нас совсем рядом. Думаю, теперь будем вместе идти и делать дела вместе вперед. Всем удачи и открытием сезона, открытием клуба в Чечне. В чеченском отделении ночных волков 18 участников. Именно они сегодня говорят Рамзану Кадырову спасибо. Не только за всемирное внимание, но и за 16 подаренных мотоциклов от регионального общественного фонда. Ведь байки – это, если не смысл жизни, то мечта настоящего байкера. Я хочу приветствовать всех гостей, нашего главу, который сделал для нашего народа, для России много хорошего, много полезного. И мы рады приветствовать вообще всех гостей и в дальнейшем будем поддерживать с вами отношения. Всегда будем рады посещать ваше мотодвижение и приезжать сюда, и к вам, и в другие регионы. Ответ перед гостями держал и Рамзан Кадыров. По его словам, в таком масштабе открытие мотосезона проходит впервые, поэтому даже на рок-концерте национальный колорит выглядит особенно значимо и торжественно. Выступлению многочисленных рок-групп и чеченских творческих коллективов не помешал даже дождь. Праздничное настроение было у всех. Сотейпан волч бейнер солоккович, ойчай дакки диеш толчтона, тхадай махкардона, масайзи марфа хатуш $1 федон. Зат я берк тивелве, тан
وهو حدا لارمز داستون دا مولا دونه ويسيخ هوك عوش كتردو هندالشي بينر دون دقو دون ونخي دقو دوينل دوشتاخ دقو دون يحيل ناخ دقو دون علم دول ناخ اولاش حبل متجوار داك هوكا اولا زيرش لو متجوار سندل دونه ومسار دونه ليريش لارم ببيش متجوار هور ونخشن شيء دايم وقت البيس دون داك دونه هور دونه ونخشن شيء دايبخ موق بوال باك توهن كورش دائما يلا سدلح دونه حد عوض متى حق قطع داي بخ آل ديش نستلج دونه أك قيب مرز خلص داي موق دون أك داي بولش يعني دونه شن خام بعد سخاء شن أك إز شن مت صلر ببيزات سخاء ده دونه بولش عند داي دخ بابول تبولش عند أرجع شويل ده يعبير كتير دون وي دونه بيروي موجز أتروايم دونه وي مخكع دونه بايكرز كي сезон эдох дон в таком масштабе если дон раньше были дон моменты, то сегодня мы действительно дон по духу, по всем направлениям дон мы чеченцы себя считаем волками. И сегодня мы стали ночными волками, да? Потому что днем надо работать, да? Восстанавливать республику, строить, развивать, решать социальные вопросы. А ночью мы будем выходить, значит, собираться стаями, да? Смотреть, как да, проживает горная среда, лесные массивы. Вот поэтому мы сегодня и в горах, в Биное, и у нас очень много друзей, гостей. Я рад, что вы приехали, нашли время, хотя вам было трудно доехать, но все равно посмотреть эти красоты, это обязательно нужно было. Я желаю всем удачи, да, я беркет и вел, да, мосу вучим алар дуэль вейдон. Да, ла ирс эту доштона, вей, табаган дей дон, вей дей юар саритош, вей дюзелшен дон, вей ал дона. Такому масштабному красочному событию, пожалуй, больше всего радовались дети. Рев стольких моторов, впечатляющей техники они видели впервые. Маленький мальчик Ясин Арбиев был поражен. Благодарностью главе послужили вот эти строки. Их услышали и жители близлежащих сел Большого Биноя. Концерт на природе закончился памятными фотографиями, непринужденным общением и вновь дорогой. На новых мотоциклах байкеры вновь отправились в путь. Протяженность его, кажется, никто и не считает, ведь само время, проведенное за рулем байка, и есть их жизнь. Алевтина Ванадыкова, Рузана Веселаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Биной также стал местом проведения выездного совещания. Глава Чечни обсудил с министрами и главами районов вопросы занятости населения. Также речь зашла о подготовке к предстоящему празднику – Дню России, который отмечается 12 июня. Об итогах совещания Ясмина Гацаева. Совещание с министрами и главами районов проходит в непривычном формате. Вместо правительственного зала заседаний открытая площадка на свежем воздухе. Тем не менее, чеченское высокогорье располагает обсуждению самых насущных проблем региона. Горные территории, بعض أوضح دان بعض نشتيش دان دكتور توريستيش كن دان مرشوش كلنا شدعية شوي دكتور بيش بوق بود سبوش ناخنا وريسبوبليكا دسيبور دانا أباسنا وشاس شمت سام ديل دانا وموقت مارس موقت بو دكا ومركع ويقوم بقوانش لريشو ويقوم دان خب من بخارجم دانا لربير برش بود أسوديل دانا ويتغنا لاربز دست دانا بين حوش كتر أدمي دانا براتو безопасность это ларещул дядона вы дадишь его донячи нахан белометикшу дона вы масатер дона балабош подход ешку штат свой дона еле поручение что она коуч ешути ачи дона таболчары абсолютно донши шозу дона шейк запроши дона шозу дона коучи на яд дона. Одно из таких поручений главы региона касалось предоставления ведомствами и организациями отчетов о свободных вакансиях. Это помогло бы отобразить реальную картину по безработице. Однако из доклада Магомеда Даудова следует, что не все руководители отнеслись к этому вопросу ответственно. 19 учреждений и предприятий подведомственных мэрии города Грозного не сдают отчеты о потребности в работниках. По Наурской администрации не сдают 9 организаций, по Курджаваевской администрации 4 организации, по Шалинской администрации 3 организации, по Веденской 2 организации, по Нажиртовской 2 организации.
также по одной организации Уважаемый Рамзан Ахматович, ввиду важности рассматриваемого вопроса, считаю необходимым усилить контроль со стороны министерств, ведомств и органов местного самоуправления за исполнением данного поручения. Среди тех, кто не сдал отчет о наличии рабочих мест, не только районные администрации и министерства, но и ведомств федерального подчинения. По словам главы Чечни, будет назначена дополнительная проверка. За халатность чиновникам грозит увольнение. Дополнительная проверка это поручение кочин, учил, навосан, уже глава администрации выговор avaks szerződésproblémát deston da ellen Csehdag Svájc állná azt ugye dona is tisbenál azt Svájc ledrenál azt sån شيء كيك الهبل بوسنا هم управлять да Svájc das ويقر وعمل من دون دعوة بريتسات правительство лично удалось ошибаться прежде под контролем вопрос дона полностью хор организации дона непосредственно хавалош мою хаду дон Значительно улучшить и внедрить современные методы работы могут только молодые специалисты, уверен Кадыров. По его словам, руководителям ведомств стоит самим искать перспективных молодых людей среди студентов. Более того, в регионе много молодежи с отличием, закончившей вуз, но кому негде проявить свои способности. Им нужно помогать в первую очередь. بعمل تجيوش تانو عبدك ديشش بودام دك بلا بيت خريات في شيء بوش دام بيش ودام خلي أنا عارف وترجم دانا أكونو بلا بيت كيات وي تريبون شن خوش يلوش بوش دخونا بوي داستان لكنش بود دانا بروست ليش بدانا تانا عاشي جرجنا بلا هاخيتي داستان طبعا بدنا نتجاوب بروست عبيش بلا تصير دانا وأنيستيشي وين دانا بلجاش وريم دانا وين نورس نستير ريسبوليكا عبيش دبوتستان أو دوكو بروجكت شو دوكو برنامج شو داخل دوكو إنفستر سي بانك سي دان بيش بلش بودستان وين دانا يخش بالسبيشاليست دانا وإيش بالخيتوش جوش سهلتش إيش بالعت سهلتشي وكان دانا دوش بولشي دانا ريسبوليكا سموقات سهول دوغ لوش سهول أسحالها ألا شو جنسي بودان أجداد جوش دانا لكتير شوش دانا شين سبيشاليست كيوش سبيشاليست دانا داخل توش بوا بيستر دوخ بيشن بوش بود دان زي دابل خيخزي دان لكتير يوش دان سبيشاليست دان دوش بو هاوس موسو أرو هاوس أترى ويتعني أوبشي دان ويتعكمان دخلتشيس يعني دانا ومسألة دانا Самые выгодные вложения – это инвестиции в образование, подчеркивает глава Чечни. Только с помощью знаний и подготовки высококвалифицированных специалистов регион сможет укрепить экономику и выйти на новый уровень развития. образование, etc. бандош дона, поднять нухта дона. Именно дона, Дубай дона, сад нефть доте, нефть колесо дона, це дона, це бизнесмен, це дона, бизнесмен дона, условия создавать есть, це дона, там лучший уровень нухта сказать. Человек улицам дона, инвестиции свои дона, вложить я, خانتهم أداش لدستهم تندي دانوي برنامج أنجليا بوج جرمانيا بوج تورسي سن موسم تعويض تكويش لوج بعد ميلا دانا دنيا هي أدوش دار حال دان بيزنس خير إقتصادي خير موسو أو دوزة سان دانا سوسيال مفروش مور شات ديز دان موسو باش ولا أسبوع بينا بروبلم دانا وسويرشينس داريش مديوي سويرشينس داريش سويرشينس ديش شلشي دانا لكوي دانا تكويش voltek دان تانا شيء نوو تكنولوجيا نان تكنولوجيا عش более модные холодестан. Еще одна тема сегодняшней встречи – масштабные мероприятия, которые планируется провести в горном селе Биной. О подготовке к грандиозным народным гуляниям рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов. Концерты, скачки, что произошло в Шхалмаезе, спортивные мероприятия, мотошоу, эстафета, цирк, алана, халхадюн. ودي ده هالدين ده هاي نهوت وريوشتها مولا ده يوشون يشون كيجيسنا نوز بيرش نسبية شيء قريح ده يوشون وضع ده مولا مصر بيلش ده مصر متى بينا يشون شبيش دوي ده مولا عدد لنا دولدي قر خوش أو ده مولا يشيخ ده قردو on بركل ده رزقل هيش إزمنيني تي بروچيني لا أهلك أو خيدا. В середине июня в Биное ожидается приезд множества гостей, в том числе звезд российской эстрады. Самое главное, к этому времени в эксплуатацию будет введена новая дорога протяженностью 20 километров, которая значительно сократит расстояние от равнины до высокогорного села. Около 100 поворотов
إزدانا نيا بربعان دوش تاعتان حبوشان أتاخدو حباختان خز دانا سين إيرم لوزر أوشي ديستريليشوش دان بين إستوريوز هوكا دانا نوكو دان تمشل نوكو خلوانش لين دان متيجوار دان هو بيورا بريزيدنت دان رودنا يوار دان أعمل عشة دحر حلابي بينه دان قيقا بين متيج بيوهر متيج دان هوكا وين قلت له أعمل حاجة نيس خلال دان هوكا حلق مودر شيء رولك يحوش ودان تيش أدم تيش متيج تيش تانية تا غاز خي تاهم يوش دارين هوكا حلقة عشان أسوال بو مصير نير دان شو خيدو سويتيو غازيو هوكا دانا دكو أحلوش دانا دالدي الويل دالجس دان موسى دان بدم خانو دا قطة دا غير سميع دان إيش بس سر دانا هوكا أحلوش دانا هوكا هنيا دانا ريون يرش دانا أجاينا دا سندل دانا هوكا برفل نادينا بودان هوكا شين قلوا لك شاش زاوة دا قلت سوال أحلوك دا سندل دانا دا مولا دانا هوكا بولشان بركل أورش دا هوكا حياة لو دانا بينو يوش دانا اللي ورشان يوق سولن كونцерт خيروش دانا российский звездочка бош дана який дана не медопрятский дана боушах получили не английский местный прочий дана российский прочий үш хиру хакши ночи хунашк оуш да нит оуш вахтолеч вег أكتوك شوية باش خلاص هاي مصر ما دانا شيء أشياء إيدي يلا دانا أش إيدي بدأت إز دانا وشاس ديش أوشن بركل ديريز خلا إيدو صدع سموني سوريين شروق بين عددا. Весь список торжеств, запланированных в Биное, пока не разглашается, однако уже известно, что мероприятия пройдут в исконно национальном стиле и на открытой местности в одном из самых живописных уголков Чечни. Более того, все присутствующие получили приглашение лично от Рамзана Кадырова посетить праздник вместе со своими родными и близкими. Исмина Гацаева, Аслан Ильбукаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Вопросы безопасности стали основными на совещании главы Чечни с руководителями силовых подразделений. Рамзан Кадыров призвал полицию активнее работать с молодежью, чтобы предотвратить участие жителей Чечни в гражданской войне в Сирии. Позже прошли тактические учения чеченских правоохранителей. Обо всем по порядку Ахмед Джабраилов. Товарищ глава Чеченской республики, Биное без происшествий. Докладывает министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Алханов. Вольно. Вольно. Салам алейкум. Совещание с силовиками в высокогорье Нажаюртовского района проходит не случайно. В начале 2000-х, когда повсюду орудовали бандгруппы, такое было трудно представить. Отсюда, с высоты более 2000 метров, можно увидеть границы соседних регионов. Рядом сосновый лес, воздух настолько чистый, что перехватывает дыхание. Но главное, больше здесь нет никакой опасности. ويدان أقري خشمة تعدان بين لمنش كادو ويدان داعش إذا أجروز جرني تشوق عدقيستانيو وين ده على هو دانا وين سبيس بده براديش دانا أبريك دانا ده دخوا وين شن دان جروب دانا نجش تزيد دانا نجش عليك ميليتي دان سين بيرش نو قادان بخ ده اللي عندي شيء أديش دان هو قادان عادك ميل برادي صوت عدانا هو قا بلغت دو خزادو ويدانا عندن داش لمنش حنش دانا سيله ده بس بيشن بيزاباس دبوز دان وخد عدا هوش خز ديش كرور شيء سنتور شيء دان ليزني خير داو على خير دان جورش يا فينس بيش يا خير دان مصو اور دانا وهر دان لمنش دانا تعدد ديش خز ديش دو او تعبول كان مت دان لمنش كوات اباس دو تشي دو تشي هوني عن دو وخا هر خير وخا وجه خير نقطه الصناعه بتاع اباس نا داس دان يا يوروب تعبول كان كيتشانا وماشنا لا ويدان قمح خليج ويتقام ويهوش دايد لا ده ده مولا ده نوش قوم ودانه وين احمد عجبور النير يعني ده راز وبلدان دان ويتسخل دي البوزيسيون غلط يزدان الله ويوقع باش دان رازن دان نشش راز دي فيد نس غلات شغل دان طغن تسخل دان تسخل سو دان تعني دان ادمي داخل دان كوتش إرسي ده قحلوكش دان ووش خطيجي نحدو ويدان ده مولا دان ويدان ويلمنش ويدان غالنا شوي يرد شوي نيق شوي شحش خزيش دانا وإيرش داخل دوش وده إيش هداك ده أقرأ يوش بيزاباس يخداس بيزاباس دانا لا توديش شودو ويدو. Для свободного исповедания ислама в республике созданы все условия, говорит Рамзан Кадыров. В Чечне построены сотни мечетей и 5 школ хафизов, в которых учатся ребята со всей республики. Такого нет ни в одном другом регионе страны. На фоне всего этого совершенно абсурдным выглядит решение некоторых молодых людей примкнуть к террористам в Сирии.
безопасность бошло, парато маршу бошло, нерв бошло, ларда дона. وي ياكل شو تقول ليت ده يتعنا وكده دعونا ويتحقق خدوشون دست دعونا ده إيجالو إبليس كي دعونا قصد درس دعونا سعر دعونا وين ليلوش تظلمش وي بعد ميرني إيه برات ويش تقبيد فيا مرده يسلم ما كيرس تقبيد شيء بعرف ويش فتو ماتش القدو على دعونا دعونا تغن دعونا بوصل بناخ لامس بارخ يصير بوش بالناخ دعونا وشاف بوصل ما وعشيك لا إله إلا الله محمد الرسول الله ما بوش دعونا عشيك شاف خدنا ويش وقع شيء لو قيل شيء لو شرع سود شيء دون لا تعرف دون مصو بتشعر خميرة بالدونه بوصل نادع دونه دون بوصل دينه دون بيزن بلش دون تعليلش دون ظلم دونه يعني أمريكا ويوروب وتعليلش ظلم بس يقولش دون أتان يتعامل دميتش دون ها دون إيجل تواصل يلصن وروات هذا هنتوني عن الخلاء والله بالله طلع ومفتش دون شيء دون هي مع آلاء إلى تعاقل عندي أجن ما دات بيامر ديصة ما آلاء دات خير دون بيامر يهن شو تعرف زام مهدي بينه شو زام دونه يقي مكة مدنع دون يقي بالغلوش خليه يشبوش بعدكم بوخبوش حديش دول إيش خير بو آلاء إيش بيزاء آلاء دون أتودي دون ويد كان دعاء هو بيزاء ويد إخو إزول شعور قلت دالين so قالوا العوانير قالوا العبوة هين بعنش كعدون عبغناش يوروبي بانش تقدر أوردر سوى لا شو دون سوى أبتي ده بينا سوى شو دعون دوت شو سرولك يا حجير ورولك عدخل بقعد إيه شو بقعد دون قلت على مش قاعد خط متكوش سوان بوصل الدنيا نحكي شو عشان بوخ بوش خط متكوش صعبت عقلي أصلاً دنيا شو ويسن دون صوت خيرة بوصل باش عقلي بوش مص متع دون ويسن بوصل دين أكسنت يش بوصل دين دون قيت ورقي ورع إخوش لو تقول نيس دون قرآن سي سنة العام وسحلت عمت كاتبه دوش له مصر. Говорил глава Чечни и о тех, кто, выезжая за пределы региона, совершают противозаконные действия. При этом пытаются прикрыться авторитетом своей республики и народа. Однако у преступников нет ни нации, ни религиозной принадлежности, справедливо заметил Кадыров. دايما دون جولك دونه هو تياقش نحكي قوه خوش يقن تيش ويديش لردين دوش لو تي وبي حاله دون يمي ني دون تاع زمان وقعدونه نحكي بوش نا ايوا يغني تغن ويدي غلقش يح ميدل دون الايمان ويغني جاي تاغو دخيت نخلجي ايوا لرد ديز تاع نحكي قوم تعرف ويت صح على يشيات تدخل ديز يمشوا غادي تنجو جواب باختر دون تاع انترنت نجيروش بوق دو واخوج دون كرر بس مشون كرابش حابالوش يوتيل دون انستغرام شغالتي كونتاكت شغالتي بيج فيسبوك شغالتي كرتسش تعاوات دون الحمد لله ديل ويت ودا وغدش ودا دون تندي هورن قاوي تاع جواب قات ديش جواب قات دوش تندي خاطر دوي اش خايت ديز مست مش غير ومشكا يرتشكا غالنشكا الشقع ويتسكل وين دون برتو دون داخل زين خلغ دوك وين دون شوق تايغا وزين شوق حوقي بيرخزوا عين على منشكا دون بيل دوك ناخر بوك باخنش دون ومناخدون وإذا عم تعال يدوش عوقها أوني عنشكا ناخذ حلو بيدي بس هو واحد شيء دوز واحد عند دعتوا دون بيوسن دعش دون هو دعش دون غالق وش أتصل خدمة كيف هذا شو ديل دون ويختيش بيز ناخ وي دونه والله دون وين وقع خليش ما يات دونه بيخ بولتك دون شو بيخ بلح وي دائما بيكلم بلح دائما هو بحن خلي بيخ خلبو وديش نا إيه لروقها وج إيه لروقها وج إيه لربوش دونه وي بيخ كذبوش إيه يوش دونه is dan Jonia het merk dan dagelijks dagelijks is nishka. Wij doish وين زريوش وين dan زريوش كيش بنسمع وين dan ها ديل dan جش نوي بحضر فندو dan بيامر ديل سلام عليكم مثل جيدا ديل dan سنة بوجوده بيامر ليلين داخل عشان داخل dan تودين دو حيرم تو ليلين داخل عشان داخل دخل dan وين خود dan وديكم وين حلوش dan ديكم الناس اللي فدي dan تودي وين dan بس أنا جوتش ها وين ليشنهم كل شيء وديل dan جش ديل وين بوش جش ديش dan وي ماشي عم تشول تقدونه دعوه اليوروبي وكذا لو عطونيات تايت دون شاوين متبت شحالت شي ناقص بيس دون كده واش كابوجا وقعد اصلي ما تبوجا دون شاش متبت على شاش دون شي حالت ناقصتي ويك شي دون شافت ستاين ناقص بيوش بس دون ودعوه انا سو يلا والله في دون تا دون خاص شو يلا والي شي دون وي دون تد بيرخ داديش دو وي بيرخ داخ دون خلق دون بس بيج اوت ويشبك بو أخدون دارم ولا دونه تعشي كوي وشوي برتو مارشو ولا ريديو طبعا بين أخدون خذ بين طبعا دونه
Якы мероприятия yiyoruşu, hokadona, да, мачтинство ивнидона, спортивный, культурный, духовный, массовый дон, мероприятия что да стон. Что дона, хокадон, хиладиз, шей дон. На вас участвует это диз, ودائما دونه военной форме делали да стороны мирная жизнь да есть. Затронули внешний вид некоторых молодых людей. Рамзан Кадыров отметил, что разъяснительную работу по этой теме должны вести не только богословы и правоохранители, но также простые жители республики и в первую очередь родители. كتش على إيزين دون بيرش بتاعك دون ويتابو والله يبغى وفرز ديال يبغى دون ديل دون ادوها دون جلس بوخ دون ديل دون مجلي لي بوخ ديل دون ادوها دون بوخ دون ديل دون مرقة بوخ لامز دي بوخ سنة ديال دي بوخ أتغن دون إنجيا ديل دون ده سحنا مت عيازين ده نرجع سنة قرآن شوح نرجع سنة دون فيا من حد سحنا مت عيازين ده لوي دون ما تبوخ دون تير تربط إنجي كان دون تير ميق عايش نركب مع شو يولي ليش دون معك أجري حلا دونه ديل دونه دازونش دو هرش أحدين دي على دونه وديل دونه يلجؤ مت جير وول شو دونه خير وول شو على دونه تعبش بول يق دونه إذا فرزي سنة دو يفرز سنة وديوز لش كوي ليل دوش دو ليل لش دات شجع ليل ده تابو وي دونه داشي تهان دونه إزاي قول خيرش دو دال يجع دو دو دخل شنو هو كان دو يوم تجوب دي دو والدنيا شحوه دالتن على جوب دي دو داجي ديل وقت خيتن بيش ديل وقت دونا هور دينا هور صحت هور منو تعدي قولي مدخهم دو بزن اعطى بيش بو خيتن دون الحمد لله بو صوت ليش هتك اتل دون دال وقت خيتن بيش دون والله دون الحمد لله باه وي سن الحمد لله باه ديش سحلت عن دوتي اتل دو الحمد لله باه دي فدو دون und da steht da وي دون دار وين غشتو وقت بيش بو خيتن دار وي شي دون خيتن ما دو وي دار برتصع بوش ديوز دا إرسيه دوش موكش دوش يحكي أي شيء دوش دون يعرضون جينا دوش دون ده هالوين ده لا تبول ده مولا دونه ويدون تعشي كويوش دونه نحشي شوا شريعة طريقة زكون غلق شادة ديجي تحني دون ويلردش وموقت خز بيشتابش إيسي ده لا تبول مسير دون. После Рамзан Кадыров понаблюдал за тактическими учениями силовых спецподразделений. Бойцы провели зачистку территории от условного врага. Отряд проходит такую местность, такое расположение. То есть нам, видимо, здесь позволяет полностью раскрыться, расположиться. И здесь головной дозор он будет идти развернутым порядком для того, что если мы встретим противника, чтобы сразу принять бой и дать возможность ядру промежуточным дозором подтянуться и по решению командира сразу совершить маневр по охвату противника с правого фланга или с левого фланга. Слаженную работу чеченских правоохранителей смогли запечатлеть и журналисты Life News. Главная задача ребят, которые работают в горах, в лесу, чтобы очистить местность, чтобы не допускать малейший даже шепот. Вот вы видите, тихо проходит, даже не слышно, даже самое в лесу, что бывает. Запах очень сильно помогает. И даже любой шорох, ветки тоже там дает знать. Поэтому они должны тихо, молча пройти, очистить местность, проверить. Там идет впереди разведка, а это дополнительные группы, разные наряды, разные формы. Они сегодня показывают, что умеют профессионально не только в городах, селах работать, и они могут в горах, в лесу и везде. И они сегодня просто прошли, показали нам, что они готовы, что они готовы выполнить любой приказ сложности. Мы очистили все равнинные территории, но по нашим данным еще надо на границах усилить работу. А эти ребята днем и ночью они работают вот, в приграничных территориях Чеченской Республики. Около 1700 человек днем и ночью по секторам мы разделили республику, 4 сектора. Они очищают территории, проходят, смотрят, насколько там можно мирным жителям пройти, посмотреть, там, любоваться, шашлык пожарить. Там. Ну, вот в таком формате мы сегодня и провели, так скажем, в высокогорном Биное совещание, решали и вопросы, так скажем, местное население, социальные вопросы, вопросы обеспечения работой. В первую очередь у нас проблема была безработица, и сегодня мы показали, что МВД и внутренние войска, и Министерство обороны, и спецслужбы все совместно работают, и мы готовы выполнить любой приказ, любой сложности, и мы на это готовы. У нас есть все.
техника, оружие, форма, связь, все самое лучшее. И наши ребята, не только у них есть теория, у них есть практика. И мы как-никак, мы хотим и не хотим, ИГИЛ, это мы называем иблисское государство, представляет опасность для нашего государства, и все субъекты должны днем и ночью над этим работать. Работать в духовно-нравственном воспитании, чтобы показать их истинное лицо, что они не являются мусульманами, что они не преследуют цели защищения ценностей ислама, шариата, и что они настоящие шайтаны. Эти шайтаны, у них задача, где они есть, там есть кровь. Поэтому они обязательно постараются показать, насколько они готовы повредить России. Для этого и Запад, и Европа их поддерживают. На сегодняшний день они никакой опасности не представляют для Израиля, для Европы, для Америки. Между собой они сегодня воюя, пополняют свои ряды, помимо пограничных служб. Наши ребята тоже работают на границах. Ребята готовы, ребята уверенно выполняют поставленные задачи, готовы выполнять любой приказ. А вы можете гарантировать туристам, которые хотят, допустим, в Чеченскую республику приехать на палаточный отдых? Позавчера был в горах Шатойского, Шаройского и Тумкалийского района. И мы сами, наши бизнесмены, мы ездили, сами ночевали и сами проверяли очень много туристов и в Веденском районе, и в Шаройском, Шатойском районах, и на Журтовском районе. Мы сегодня видели мероприятие, как мы открывали сезон. Там очень много были гостей из соседних регионов России. Люди очень много приезжают. В день сотни туристов приезжают. И у ни одного туриста не было вопрос безопасности, вопрос даже отношений такого, даже взгляда такого, где-то их мог бы обидеть или где-то подозрения на них посмотрели. Они все счастливы уезжать, и в комментариях они мне пишут, и я рад, что туристы сегодня едут к нам, и мы на все 100% обеспечиваем безопасность. Бойцы продемонстрировали высокий профессионализм. Группа из нескольких десятков человек без малейшего шума прошла обозначенную территорию, выполняя все команды и строго соблюдая дистанцию. Мало противника разведать, мало противника увидеть, его еще нужно поразить. Для того, чтобы противника поражать, необходимо иметь устойчивые навыки в стрельбе. Поэтому у нас, вы видели, в составе подразделения включено большое количество снайперов. То есть мы и готовим их. В штатном подразделении так не бывает, в учебных целях было включено больше, чем обычно. Их готовим для того, чтобы они были готовы к ведению огня в условиях пересеченной местности. И готовим всех ребят для того, чтобы они были готовы к ведению боевых действий в условиях пересеченной местности, в условиях различных погодных ситуаций, дождь, туман, на темное время суток. И, соответственно, они у нас постоянно тренируются в стрельбе на пульсе. И мы создаем для бойцов такие условия, что они постоянно находятся на пульсе, на стрессе. И, соответственно, стреляют в таких условиях, чтобы они привыкали к той ситуации, с которой могут встретиться в реальной ситуации. Нужно учить человеку тому, что ему может пригодиться в реальном бою. Этим мы и занимаемся, эти вопросы мы и отрабатываем. Бандглавари ликвидированы, незаконные вооруженные формирования разгромлены. Чеченская республика является самым безопасным регионом России, отмечает глава региона. В этих условиях сотрудникам полиции необходимо осознавать, что меняется характер решаемых задач. Рамзан Кадыров отметил, что все поднятые сегодня вопросы должны быть на контроле начальников полиции, а их решение нельзя откладывать в долгий ящик. Ахмед Джабраилов, Муслим Типаев, новости. Грозный готовится к грандиозному марафону. Велопробег пройдет в июне. Его маршрут протяженностью 38 километров пролегает от мечети Сердца Чечни и финиширует перед святыней имени шейха Ташу Хаджи в Гудермесе. Победителей ждут ценные призы от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. О своем намерении принять участие в марафоне заявил и Рамзан Кадыров. На своей странице в Инстаграм он рассказал, что вместе с членами велоклуба «Горец» активно готовится к предстоящим соревнованиям. Подобный опыт у него уже есть. В прошлом году, несмотря на дождливую погоду, сотни любителей велоспорта благополучно добрались до конечной точки. В этом году участников будет значительно больше. В этом году намечается очень серьезный марафон. Будут люди, которые понимают, что это такое, люди, которые хотят участвовать. Думаю, что будет очень хороший марафон. Принять участие может каждый желающий, если ему позволяет здоровье, если надежная техника. Это такое общественное мероприятие. Мы тем самым показываем, что в республике много таких мероприятий проходит, что республика живет, в республике спорт процветает.
Заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Сергей Милейко провел совещание в правительстве Чечни. Здесь обсудили вопрос реализации комплексного плана по ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы. На сегодняшний день эта цифра составляет более 8 миллиардов рублей. Проблема состоит не только в неуплате, но и в постоянном росте несанкционированных подключений к сетям. Милейко подчеркнул, что к решению проблемы нужно отнестись со всей серьезностью. Те потери и те показатели роста задолженности, они несоизмеримы с затратами, которые могли бы быть израсходованы на установку узлов учета. Но как только мы их установим, мы понимаем, что эта ситуация, она начнет становиться более прозрачной. Президентом Российской Федерации своим распоряжением поручено выполнение и контроль за выполнением этого мероприятия возложено на полпреда. И мы, рассмотрев эту ситуацию, понимаем, что без глав республик, без правительств республик, без руководителей муниципальных образований, районов, сел, этот вопрос не решить. У меня пока ни в одном субъекте такого разговора не было. Мои сотрудники, они свидетели того, что в основном люди сидят, молчат, как-то кивают, и не понимаешь, то ли они тебя слышат, то ли не слышат. Я вижу, что вы этой проблемой болеете, что вы этой проблемой занимаетесь. Здесь же выслушали доклады сотрудников Чеченэнерго, Газпром, Межрегионгаз Грозный и Министерства промышленности и энергетики. На совещании присутствовали и представители правоохранительных органов. Они отметили, что за неуплату к административной ответственности за недавний период привлечено более 2000 лиц. Однако, по словам председателя правительства Чечни, проблема будет решена полностью только при условии создания общего механизма поставки ресурсов и сбора долгов. Мы по динамике, с одной стороны, показываем, что у нас динамика в сфере платежей улучшилась, другая показывает кривая, что наоборот ухудшилась. Многократно мы проводили совещания, и мы заметили, что на сегодняшний день, когда административный ресурс, то есть, допустим, глава республики проводит совещание, главы закачивают рукава и пошли в бой, тогда динамика платежей поднимается. Как только очередное совещание отчетное закончилось, главы отчитались, динамика платежей потекла вниз. В Ессентуках суд начал рассмотрение жалобы адвоката Заурбека Садаханова на бездействие следователя Главного следственного управления Следственного комитета по СКФО. Однако процесс спустя 15 минут был перенесен на 28 мая. Представитель потерпевшей стороны добивается того, чтобы суд признал действия следственных органов незаконными и обязать их выдать ему запрошенные процессуальные постановления. В противном случае адвокат Садаханов намерен обжаловать в вышестоящих инстанциях решение об отмене уголовного дела в отношении правоохранителей, застреливших Джамбулата Дадаева в ходе его задержания в Грозном. Федеральный судья Суюшева Светлана Александровна приняла решение об отложении принятия решения на 28 мая 2015 года на 9:30. Данное отложение связано с тем, что у следователя в наличии не оказалось тех постановлений, которые они обязаны были нам предоставить. Ничего не исключается, возможно, до последнего тянут, скажем так, эту передачу этих постановлений. В принципе, суд уже сегодня готов был принять решение. Строительно-восстановительная кампания в Долинском продолжается. Напомню, поселок переживает второе рождение. За короткие сроки здесь проводят капитальный ремонт всего жилья, возводятся и новые объекты. Последние новости со стройплощадки в материале нашего корреспондента. О такой детской площадке малыши Долинского даже и не мечтали. Песочница, карусели и игровая комната. Дошкольного учреждения уже готовы принять своих первых воспитанников. Ремонтные работы в детском саду практически завершены. Сейчас строители облагораживают территорию. Здесь все было разбито. Стоял каркас, осталось здание. Подвал был забит мусором. 100% восстановлены инженерные сети, благоустройство, игровые площадки. Как вы видите, аттракционы, беседки, ограда, трансформаторная подстанция, дизельная станция, котельная, кровля, народная отделка. Новую святыню строители начали возводить месяц назад. Она рассчитана на 200 молящихся. Основные работы здесь уже завершены. 5,20 высота его, 16, 15, 70 минарет высота его. Основной бог объяснен добавил. Написано, шпаклевка, чур полы, брусчатки, там мелочный, белых спой объяснен.
Такой вид Долинский не имел даже при его начальном строительстве, рассказывают местные жители. Савнапи Хурдаева каждый день выходит во двор и с гордостью наблюдает за преобразованиями в поселке. Настроение очень хорошее. Рады. Дальше некуда. Раньше, например, выйти некуда было, посидеть. Детей выпускать некуда было. Сейчас, конечно, совсем другое настроение, другой вид, другой порядок. Среди новых объектов в Долинском построили мечеть, спортивный комплекс, административное здание и территориальный отдел полиции. Были полностью обновлены и сети коммуникаций. На сегодняшний день мы акцентируем на внутрипоселковой дороге, благоустройство внутридворовых площадок и завершаем спортзал, мечеть и административное здание. Так как мы сегодня вот эту центральную улицу на честь первого президента героя Ахмада Хаджи Кадырова, мы устанавливаем две стелы. С одной стороны будет портрет первого президента, а с другой стороны портрет нашего главы Чеченской Республики. И что основное, фронт работает, Работы в поселке Долинский подходят к своему завершению. Сегодня приводят в порядок улицы, прилегающие к объектам территории. Глобальная стройка практически закончена. Остались только последние штрихи. Динара Мурадова, Муса Астамиров, Луиза Юнусова. Новости. Встретим весну вместе. Под таким названием в Луганске прошел отчетный концерт республиканских танцевальных коллективов. 10 ансамблей песни и танца показали номера, которые готовили на протяжении года. Помимо национальных танцев, артисты исполнили и кавказскую лезгиньку. Ну а визитной карточкой народного ансамбля «Рапсодия» стал чеченский танец. Этот концерт дает возможность всем зрителям увидеть, какие таланты живут и продолжают трудиться в Луганской Народной Республике. Мое присутствие здесь тоже не случайно. Я приготовил большой огромный сюрприз. Я хотел передать привет и подарок всему гордому чеченскому народу, главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Коллектив «Народный ансамбль танца «Рапсодия» сегодня специально подготовил премьерный показ чеченского танца. Мы хотели бы поблагодарить чеченский народ за тот вклад, который был сделан в прошлую летнюю кампанию. Я думаю, что плечо братское нас будет поддерживать и дальше. В России отметили День библиотек. Дата празднования приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки. Сейчас их в стране более 150 тысяч. Хотя в эпоху интернета печатные издания все чаще уступают место своим электронным версиям, книги по-прежнему пользуются большой популярностью. Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? И сегодня этот вопрос звучит вполне актуально. Недостатка даже в самых маленьких посетителях сегодня нет. Читальные залы не пустуют. В республиканской детской библиотеке ограничений по возрасту практически нет. Как признаются сами сотрудники, пожаловаться на недостаток посетителей они не могут. Так называемый детский аншлаг здесь бывает всегда. И это не исключение, а правило. Вы, наверное, помните слова Лихачева, который сказал, что если даже погибнет вся культура мира, но останется одна хорошая библиотека, и цивилизация возродится. Общероссийский день библиотек сегодня отмечают по всей стране. Его приурочили ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России. Даже спустя столетия книга не теряет своей актуальности. Свидетельством тому служит 631 библиотекарь в различных учреждениях республики. Районная, школьная, городская или республиканская. Их двери для читателей открыты всегда. Работают как во благо республики, во благо детей, которые идут к завтрашнему дню. Только с книги можно черпать информацию, достоверную информацию. В интернете есть много чего придуманного. Так что наша книга, она до сих пор остается важным фактором образования наших детей и вообще подрастающего поколения. Грамотами, благодарственными письмами и цветами в Национальной библиотеке накануне отмечали тех, кто служит книге, кто, несмотря на современные веяния, предпочитает бумажный носитель электронной версии.
В 21 веке немножко поменялся стереотип библиотекаря. Это не тот человек, который выдает книги, принимает книги. 21 век – это новые технологии. Тем обязанностями, которые библиотекарь должен был сегодня выполнять, или те знания, которыми он обладал, их сегодня не хватает, потому что в век информационной такого бума библиотекарь должен просто, грамотно и умело находить информацию. А вот сегодня уже в каждом районе власти чествовали своих героев. Заведующий 25 библиотек сельских поселений, ветеран библиотечного дела и победители республиканских конкурсов собрались за одним столом. Но не только людьми, но и самим книжным фондом гордятся сегодня в Гудермесе. Только в прошлом году район получил свыше 10 тысяч книг. И еще развиваются книжные хранилища отдаленных сел. Свои награды именинникам приехали вручить представители аппарата уполномоченного по правам человека. 21 век, современный век, конкуренция у вас появилась, интернет, но вы не опускаете руки, вы продолжаете работать, вы даете людям право на образование, на просвещение. К слову, книжные фонды библиотек пополняются постоянно. За последние полгода, например, у нас в библиотеку поступило 15 тысяч книг, а всего их более 120 тысяч. Пока что читатели обходятся по-старому, собственной памятью, книгой и ручкой. И до момента создания цифровной библиотеки, возможно, пройдет еще лет 200. Но новые книги в печатном виде еще поступают и поступают. Левтина Банадыкова, Магомед Сулейманов и Луиза Юнусова. Новости. Вместо спорта физический труд в огороде, а вместо витаминных препаратов экологически чистые продукты питания, насыщенные полезными свойствами. Так до сих пор живут горные чеченцы. Они независимы от гаджетов и социальных сетей, и оттого их образ жизни смело можно назвать здоровым. В горном селении Дарго проживают более 2000 жителей. Многие занимаются сельским хозяйством. Айнди Балтаев родился и вырос в этом селе. Окончил Грозинское медицинское училище. Много лет в Веденском районе проработал фельдшером. Позднее перевелся в Грозный в Центр медицины катастроф. Очень историческая биография этого села, очень разносторонняя и очень богатая. И из этого, с нашего села, выходили прекрасные люди. Городская жизнь не привлекала его, рассказывает ветеран труда. Всегда хотелось домой в родное село. Трудности не пугают сельчан, ведь вокруг такая красота, от которой никогда не устаешь. Все родственники, село очень нам нравится. Я отсюда ни за городскую прекрасную жизнь я не поменял бы. И раньше не поменял бы. Я в любое время имел возможности, чтобы в советское время я имел возможность переселиться в Грозный и жить в Грозном. Но я этого не делал. Поскольку в семье было единственное я, у меня братьев, двоюродных братьев не было, и городскую жизнь мне не хотелось. Мне хотелось тихая, сельская, деревенская жизнь. В семье Балтаевых 12 детей, обзавелись семьями и живут в соседних районах. Часто собираются дома, особенно весело, когда приезжают внуки. Приятную суету создает бабушка Дарта, готовит вкусные блюда. Все продукты свои, сельские. На завтрак всегда свежая сметана и молоко. Несмотря на возраст, Анди неплохо справляется с физической работой. Это тоже своего рода спорт, говорит ветеран. Более того, продолжает оказывать медицинскую помощь родным и соседям. Давление 100 на 65. Пульс интенсивный, напряженный. Зарайда Мирова, Мурат Эльбукаев, Луиза Юнусова. Новости. О самых интересных новостях Чечни можно также узнать в нашей официальной группе ВКонтакте и на сайте grozny.tv. На этом все. Адык Велш.